Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! О май! Добрый вечер. Ты уже готова, что ли? Какая красивая. Как зовут тебя? Ольга. Как? Ольга. А Оленька. А где ты проживаешь, солнышко? Ростов. Ух ты, а я из Белгорода. Соседи почти. Ну как почти, ну раньше были, да, сейчас чуть подольше. А можно такой нескромный вопрос? Да? Ты в отношениях или это? Конечно, я уже замужем очень давно. Так всегда. На самом интересном месте. Да ну ё-моё, ну что ж такое, ну все Ольг, блин, быстро разбираются, согласен. Согласен. Я уже возрастная. Да я тоже как бы еще уже не мальчик. Ну и ты такая юморная. О чем ты общаешься? Что тебе? Да, Я из Белгорода. вот, А, ты же знаешь, я из Белгорода, я уже сказал. да, уже слышала, да. Обо всем. О рыбалке. Да ладно. Че ловим? Так, что ловим? Ну, в основном белорыбицу. Хищника не люблю ловить. Согласен. Вот. На фидер. Выходи за меня. Ходи за меня! Это ж как... Вот, ребят, представляете, кому-то... Ольга кому-то попалась. Женщина мечта. Это просто... Да. Вдвоем на лодочке. За сазанчиком. И ты еще грести умеешь. Не, Ну, это правильно. грести не умею. Нет, ну как бы умею грести, но не гребу. Ну, понятно, это мужское дело. Да. Но червяка насаживать могу. А парыша тоже. Да ладно. Ты вот это в руки можешь брать? Да, и еще и вот так вот, как вот так вот на А, крючочке, вот так. Как знаешь, как вот ниточкой проходишься вот так вот, чтобы он такой вот таким вот чепуречком вот таким висел, вот такой червячок. Ай, блин. А бутербродик, знаешь, как так вот сначала червячочка, а потом опарыш, а потом кукурузочку еще подсадишь. Ох, бутербродик. Блин, ну... Как мужа зовут? Сережа. Сережа. Повезло, Сережа. Есть такое. Да. Я забыла, как тебя зовут, но ты ж могу. Андрюха меня зовут. А, Андрюха, мы не знакомились. Ну, давай так. Такой, могу с тобой ролик выставить на канале у себя? А, вы блогер? Нет. Ты блогер? Я так, я балуюсь. Да, конечно, да. Просто назову женщина мечта, ну реально. Мечта. У меня Давай уже тогда я- готово название уже, женщина мечта. Давай я тогда побольше расскажу о рыбалке. Да я боюсь, я Как буду это? выглядеть нелицеприятно, как кормушку набивать. Да? Да, как кормушку набивать, как кашу замешивать, а это ж тоже немаловажно. А ты что, сама замешиваешь? Конечно, а и у меня еще даже есть рецепт. У меня еще есть рецепт Да каши, ладно, ну который зачем дома это? там с печеньком, с ванилькой, там все вот это вот, чтобы сазанчику было вкусненько. Блин, ну ты красава. Ну слушай, ну я же на Дону, ну как бы я же донская такая, ну может быть не казачка, но донская. Подожди, откуда тебе такие, это от папы, от дедушки, откуда такие познания пошли? Да, наверное, от дедушки. У меня дедушка вообще прям рыбак-рыбак, но у меня дедушка больше был по хищнику. У меня в основном щука.
У меня щучья икра дома не переводилась от слова совсем. То есть он больше как-то был по хищнику. А я хищника терпеть не могу вот этой херней заниматься. Мне вообще это не нравится. Ну, Закинул фидорочек и смотришь на кончик. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это ж вообще кайф. я говорю, блин. Особенно особенно когда на лодке сидишь. Это ж просто вообще кайф. Вот знаешь, с лодки ни разу не ловил на фидер. Ни разу. в жизни. А мы знаешь, как делаем? У нас, короче, есть маленькие спиннинги бортовые. И мы на бортовые спиннинги делаем хлыстики, которые, ну, понял же, хлыстики от фидеров, они же такие съемные. Мгм. И мы, короче говоря, на кончике на скотч привязываем вот эти вот чувствительные, вот эти вот от Ну, фидеров. такие, которые малейшие. Да, они чувствительны. И получается, когда на лодке бортовые маленькие спиннинги с кончиками фидеров, вообще просто огонь. Ну, видишь, вы приспособились, красавцы, молодцы. Не, ну вот понимаешь, как бы, чтобы было кивок называется она. Знаешь, чтобы быть честным, я сам родился в Якутии, и там ловил там, ну, такое все. Нельма, Тамень, Черхариус, это все. Ну, там совсем другая рыба. Да. Когда я приехал в Белгород, в основном течения нету. И ловили, ну, пруды, ну что, с берега там закормил, ракету закинул, дно маркернул, хоп-хоп-хоп, и вот эта ноченька, и когда вот такая луна взойдет, полнолуние. Вообще. А когда с ночевкой едешь на рыбалку, это вообще, это что-то, это просто Знаешь, вообще. я всегда на рыбалку езжу только с ночевкой. Это просто, это что-то необыкновенное, это реально. Чтобы приехать такое. в обед, закормить, не спеша, не торопясь, поставить палаточку, мангальчик, там мясо. Вот это вот, чуть-чуть. Естественно. Ну это, как, без этого никуда. Вообще Согласен. кайф. Мангальчик, может быть, даже кальянчик, вот это вот, ой, вообще кайф. Ну, да. Мы как-то ездили, у нас было 9 семей, представляешь, мы 9 семей приехали, так вот, оккупировали такой участок, и я тогда поржал. Слушай, а мы тоже ездили, в том году, получается, у мужа был день рождения, мы тоже поехали, у нас есть такое место кайфовое, Арпачин называется. Там Подожди, такие родная. Тут это, Питбуль спрашивает. Так, а подруги такого же увлечения у нее нету? Желательно холостой, я так понимаю. К сожалению, нет, Питбуль. И тоже заходи ко мне на канал, Так, таежник я сейчас, потом. подожди. Давай, как? А то вдруг таежник я. Таежник, ну, потом пропусти место. Потому что я одной девчонке сказал, таежник пробил я. Она меня так искала, таежник пробил я. Так, все, поняла, таежник я. А меня уже тут тоже еще один человек какой-то пригласил на канал, записала. И тебя тоже записала. Зайду обязательно зайду. Заходи, желательно это. Подожди, Ольга, да? Ольга зовут же, да? Да. Помню. Блин. Серега Минский, ты видишь, я разговариваю, нафига ты мне сейчас звонишь? Попозже перезвонимся. Я тебя сам наберу, Серег, не переживай. Не, ну классно, забегай ко мне на канал, пообщайся. Обязательно, Андрюх, обязательно. Очень приятно, что у нас такие классные люди. Блин, знаешь, я разочаровался, блин, я Сереге завидую. Красава, Серега, красава, молодчик, такую девчулю. Ну, он меня прям подсадил на эту тему. Ты знаешь, он такой, видимо, думает, такой, да ну нахер там с пацанами отпрашиваться туда-сюда. И он меня прям на это все подсадил, понимаешь? И я такая сама, там что-то там у нас была, знаешь, такая одна история. Ну, если интересно, конечно, может быть, там, если у тебя стрим, может быть, не особо интересно. Нормально, интересно. Короче, была один раз история. Значит, едем мы
на рыбалку на лодках. Получается, мы с мужем в одной лодке и еще наши двое друзья, два пацана в другой лодке. И мы, короче говоря, стыкуемся и вместе, ну, растянулись, короче говоря, ну и начинаем же ловить. Ну и как же ты знаешь, там пацаны там начинают, то я не туда кинула, то я не туда забросила, то я не это сделала, то я не это. Короче говоря, они там то что я какая-то не такая, там туда-сюда. Я говорю, короче, пошли на. Я, короче, разворачиваюсь, я сама насаживаю, я сама закидываю, я такая разворачиваюсь, и вот так вот, знаешь, то есть я сижу вот так вот у лодки, нос лодки, я вот здесь сижу. Ну, она корме. И, короче говоря, я беру такая в бок, кидаю, и, короче говоря, я походу попадаю в стаю. Я вот таких вот подряд, серьезно, без брехни, как рыбаки говорят, вот таких вот подряд где-то 6-7 лещей вытягиваю. А они сидят, у них вообще ничего не клюет. Вообще ничего. И я смотрю, эти суки начинают кидать ко мне в сторону. Я говорю, вы твари, вы что делаете? Ну, поймала, то ли яму, то ли где-то там, знаешь, как водоворот. Да, вот ну куда-то вот именно попало, знаешь, что так вот просто совпало. Я говорю, ах, вы твари, говорю, вы что ко мне сюда кидаете? Я говорю, все, правильно, так как хвост. Ладно, родная, вот такая... побегу Всё. дальше. Всем Забегай. привет огромный, всем сердечки, Забегай, давайте. забегай С Ростова огромный привет, давайте, напиши. ребята. Ольга, Напишу, это я. напишу. А у меня, кстати, если что, Ольга Ростовчанка. Ник. А, все, вообще отлично. Все, вообще отлично. Все, Поймаемся. давайте. Если что,